Пастуха кормит палка, а Киаризова ноги жены. Если поинтересуетесь у знаменитых коневодов на ипподроме, вы знакомы с гильдией Киаризовым? В ответ услышите «конократ». Стоит завести о нем разговор, ничего хорошего о нем не услышите. А если он сам заговорит, запоет похлеще соловья, будет хвастаться, приукрасит все так, будто он герой национального достояния. Туркменская пословица гласит: «Лиши меня нажитого, но не лишай меня рассудка». Гильды Киаризов все чаще и чаще напоминает, что давно лишился разума. Свидетельством тому какие-то бессмысленные кляузы. То хвалит себя и свою любимую супругу. Как говорится, богат сплетнями, короток умом. Или же у шута длинный язык. Да, свидетельством этому является видео «Любовь без границ» о нем и о его жене Юлии Серебренниковой, выпущенное накануне наступающего Нового года, которое позорит ненормального человека, лишившегося рассудка. Для туркмен это посмешище. Но те, кто, не зная Киаризова, впервые увидит это, будет в восторге от этой счастливой семейной пары. В проекте, напоминающем гильдии Киаризову «Любовь из индийских кинофильмов», его супруга выглядит более человечней и мужественной, чем всемирно известная мать Тереза. А самое смешное – это женщина-хранительница семейного очага, с присущими ей качествами героя и отважного борца. Ой-ой, невежественный Киаризов, где и когда было видано, чтобы у туркмен жена защищала свою семью? Разве что при отсутствии в доме мужчины или он погиб. Выходит, ты не мужчина? По этому поводу у туркмен есть хорошая пословица: «Умно хвалит друга, глупый жену, дурак себя». Здесь ты выставил себя глупцом и дураком. Если так посмотреть, твои бывшие жены выглядят более мужественными. Они сохранили честь и достоинство семьи, вырастили детей, которых ты бросил, дали им образование. Кто такая Юлия, можно судить по тому, как она разрушила семью и вышла замуж за трижды разведенного и на много лет старше ее человека. Управляет им как собакой. Она разлучила его с женой, с детьми, с близкими родственниками, причинила им боль и страдания. По-другому говоря, Киаризов телевизор, она пульт. Включает канал, какой душе угодно. Киаризов, ослепленный теплыми объятиями своей супруги, до сих пор верит в свою любовь без границ и позволяет ей манипулировать им. В то время, пока он сидел в тюрьме, сколько пчел питались нектаром его цветка. Несмотря на седину, Киаризов так и не поумнел, не образумился. Он слепо верит в верность этой интриганки. Похоже, он до сих пор не понимает, что Юлия вышла за него замуж не из любви, а из-за денег и богатства, а в настоящее время пользуется им как флагом, чтобы заработать деньги. Жена делает мужчину мужчиной, она же его может стереть с лица земли. Не ошибусь, если скажу, что она закопала тебя в землю. Считаем, правильнее было бы женщине, разлучившей мужа с родиной, отдалившей его от земли, на которой он родился, посоветовать мужу поинтересоваться здоровьем матери, братьев, сестер, здоровьем детей, которых он породил на свет. Это хорошо, что он любит детей, которых родила ему Юлия, но то безразличие, которое он проявляет к другим своим детям, это подлость. Ведь они, так же как и эти дети, ходят по одной земле на равных правах. Ну как можно оставить детей сиротами без ничего? Как можно объятия жены поставить выше своей чести и достоинства? А еще с пеной у рта говоришь: пастуха кормит палка, а тебя кормят ноги жены.